Фильм «Софичка» повествует о судьбах жителей горного абхазского села, а истории героев разворачиваются в период от Великой Отечественной войны до хрущевской оттепели. В создании фильма в Абхазии приняли участие местные жители. Главную роль в нем сыграла абхазка Лана Басария. Также в фильме были использованы аутентичные предметы одежды и быта описываемых годов, дабы передать настоящую атмосферу того времени. По словам актрисы, время съемок – это интересный и бесценный опыт на всю жизнь. Процесс съемок мне очень хорошо запомнился, наверное, на всю жизнь, потому что это незабываемый опыт. И мы жили в деревне все это время и жили другой жизнью наших персонажей, которых мы играли. И я могу сказать с уверенностью, что весь месяц я была не Ланой Басари, а Софичкой из села Чекем. Команда съемочная была очень профессиональная, доброжелательная. Когда вокруг тебя такая атмосфера, тебе легче вжиться в образ и быть Софичкой. Лана Басария по сей день не может поверить в счастливое стечение обстоятельств, благодаря которым она сыграла главную роль в фильме. Выпускница филологического факультета АГУ никогда и не думала становиться актрисой. Тем не менее, девушка рассказывает, что не смогла отказаться от кастинга, и уже через месяц ей сообщили, что именно она станет Софичкой. Безусловно, было приятно, хотя для меня неожиданно, но больше всего мне приятно, что фильм посмотрели в Ирландии, что он победил в номинации «Лучшая художественная картина». Не столько радостно, что я победила в номинации «Лучшая актриса», сколько приятно, что в Ирландии услышали абхазский язык и посмотрели фильм на абхазском языке. Министр культуры Эльвира Арсали отметила, что этот фильм – какая-то внутренняя победа для всей Абхазии. Также она отметила, что премьерный показ киноленты в Таллине на ежегодном фестивале «Темные ночи» был рассчитан на зрителя-профессионала, и Софичка выдержала свой первый экзамен. Творческая команда приехала в Абхазию и снимала здесь. Это, во-первых. Во-вторых, то, что фильм на абхазском языке был показан на фестивале. Я как понимаю, вообще суть фестиваля такая, что культура без границ. И он как раз-таки объединяет разные творческие группы, разные культуры с помощью такого интернационального языка. И, в принципе, это очень созвучно языку искандерок, который строит всю свою философию на общечеловеческих ценностях. Как отметила Эльвира Арсали, Софичка может стать таким же международным языком, каким стали произведения Фазиля Искандера. Вот почему фильм, снятый молодым российским режиссером Кирой Коваленко под руководством мастера Александра Сакурова, с нетерпением ждут на фестивалях в других странах, в том числе и в Абхазии. Но пока привезти его сюда не представляется возможным. Эльвира Арсалия поздравила молодую актрису Лану Басария с призом за лучшую женскую роль, которую она получила на фестивале «Шелковый путь» в Дублине. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.